Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит новости. В студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. Сегодня заключительный день 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». До конца 2022 года жители поселка Айхал, проживающие в аварийных домах, должны получить новое жилье. День рыбака празднуют сегодня как работники отрасли, так и любители. Расскажем, как сохраняют водоемы от истребления рыб. За сутки в республике ликвидировано 37 лесных пожаров. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников на заседании оперативного штаба. Первый вице-премьер отметил, что по состоянию на 11 июля на территории лесного фонда республики принимаются меры по тушению 85 лесных пожаров. Локализовано 19. На тушение лесных пожаров задействовано 3017 человек и 356 единиц техники. С начала суток обнаружено 19 новых лесных пожаров. Дмитрий Садовников сообщил, что за прошедшие сутки самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России. А на тушении пожара на территории природного парка Ленские столбы задействованы вертолеты Минобороны России. 11 число. На территории республики всего 305 пожаров, из них тушится 85. Территория охвата пожаров – это 1 242 000 га. За сутки ликвидировано 37 пожаров и локализовано 19 пожаров. К сожалению, пожары тоже добавляются, и их за сутки добавилось 19. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 11 июля выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 51 случай, Алданский район 7 случаев, Нерюнгринский и Жиганский районы по 6, Мирнинский 5, Вилюйский район 4 случая, Верхневилюйский 3, Мегино-Кангаласский, Аймиконский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 2 случая. Единичные случаи зафиксированы в Верхоянском, Нюрбинском, Тампонском и Хангаласском районах. За сутки лабораториями республики проведено 2816 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 215 179 тестов. Во время рабочей поездки в Мирнинский район Айсен Николаев провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. На данный момент в районе зафиксировано 5486 случаев коронавируса. В стационаре Центральной районной больницы находится 83 больных, из которых 32 человека прибыли из близлежащих районов. Айсен Николаев подчеркнул, что с задачами по выявлению случаев и лечению пациентов местный оперативный штаб и районная больница справляются хорошо. Однако он выразил обеспокоенность темпами вакцинации, которые существенно снизились за последние 2 недели. Тем не менее, план по вакцинации выполнен более чем на 50%. Также на заседании оперативного штаба руководитель республики поручил усилить работу по проверке соблюдения ограничительных мер, в том числе с помощью QR-кодов, подтверждающих получение вакцины от коронавируса. Наше такое, знаете, опасение, медленные темпы вакцинации части населения Мирнинского района. Если по компании «Алроса» мы видим хорошие темпы, здесь мы видим заинтересованность руководства компании, самих работников вакцинироваться, то вот по другим сферам, к сожалению, такой активности нет. И, может быть, именно из-за этого в последние недели у нас есть определенный рост заболеваемости по Мирнинскому району, как раз не из числа работников компании «Алроса». Это очень тревожная тенденция, тем более уже не за горами 1 сентября, и поэтому дано поручение все-таки по тем отраслям, которые обязательно должны быть вакцинированы сегодня по решению главного санитарного врача нашей республики, работу, чтобы здесь в Мирнинском районе усилили. До конца 2022 года жители поселка Айхал, проживающие в аварийных домах, должны получить новое жилье. Такую задачу поставил глава региона Айсен Николаев на совещании по постановочным вопросам, касающимся развития Мирнинского района. Проблема расселения из аварийного жилья в Айхале назрела давно и требовала оперативного решения. С учетом количества проживающих в таком жилье работников «Алроса», программа переселения из аварийного жилья реализуется при ее непосредственном
активном участии. В этом году компания направит на эти цели 24 миллиона рублей, в следующем инвестирует в проект уже 91 миллион. По представленной муниципальной программе в 2021-2022 году будет расселено 46 домов из более 100 аварийных. Общий объем финансирования программы на эти годы составит 325 миллионов рублей. Дано также поручение мною по ускорению вопроса расселения жителей из полков аварийных и из аварийных домов в нескольких микрорайонах поселка Айхал, в первую очередь из поселка Дорожный. Мы его должны расселить буквально вот в течение 2021-2022 годов для того, чтобы на самом деле люди могли переехать в нормальное жилье. Деньги на это компания «Алроса» выделила, район выделил. Сейчас дано поручение часть средств выделить также и из бюджета республики. Вот такие договоренности у нас были, мы их обязательно выполним до конца уже 2021 года. И к другим темам. Якутские предприниматели запустили мальков в Пеледи для разведения в товарных целях. Так, около 4 месяцев назад предприятие «Ленская рыба» успешно запустило 3 экспериментальные установки замкнутого водоснабжения, которые позволяют выращивать рыбу для потребления. На сегодняшний день на базе предприятия уже разводят форель, а также содержится ленский осетр. Представители компании отмечают уникальность цеха. На сегодняшний день это единственный подобный сельхозтоваропроизводитель на территории республики. Это экспериментальный рыбозавод, на котором будут обкатываться технологии, благодаря которым, может быть, в будущем будет построен большой рыбозавод, на котором уже будет промышленное разведение рыбы. В перспективе такая рыба, скорее всего, будет стоить дешевле, чем привозная рыба, потому что транспортировка, выращивание, это все здесь, все на месте. Сегодня, 11 июля, все рыболовы отмечают профессиональный праздник. В этот день поздравляют и сотрудников рыбной инспекции, и студентов, и преподавателей университетов водного хозяйства. Самую крупную рыбу выловили в 1979 году. Тунец весил почти 700 килограммов. А в Якутии же каждый год на крючок или в сеть попадают по 5000 тонн. Как сохраняют водоемы от истребления рыб, смотрите в материале далее. Рыбалка для меня это, как сказать, жизнь. У меня и дед рыбачил, дядьки рыбачили, и рыбачил до сих пор. Я сам из 10 лет рыбачу. Насладиться полноценной рыбалкой Александр Захария смог только 2 года назад. Жена подарила ему лодку и мотор. Теперь за лето раз 20 выезжает порыбачить. Манит свобода от мыслей и тревоги. Себя в этом деле считает любителем. Говорит, в районе не хватает рыболовных турниров, где можно пообщаться с профессионалами. А пока перенимает знания у якутских рыбаков. Например, обряды для хорошего улова. Они делают обряд алгыс для духа природы. Там ложат в огонь лепешки. Когда я взял, скачал с интернета алгысом, у меня он в телефоне всегда включаем. Перед костром ложим лепешки, и никогда мы здесь с ним не приезжаем не без рыбы. Излюбленные места Александра – это Егошкин ручей и Красная гора. Все по течению реки Нюя. Рыбаки о них знают, но проезжают мимо. Думают, что рыбы здесь нет. Если вы собрались на рыбалку, запаситесь терпением. Для хорошего улова нужен минимум день. Также на улов влияет и место. Опытные рыбаки знают, там, где кусты и высокая трава, обязательно можно поймать щуку или окуня. Якутия занимает 1-е место в России по запасам рыбы – более 50 видов. Есть и занесенные в Красную книгу. Например, сибирский осетр, ленский пескарь и арктический голец. Преобладают же виды лососевых и сеговых. Их популяцию поддерживает Алроса совместно с Чернышевским рыбзаводом. В этом году расширено зарыбление географии на реку Анабар. Проведено зарыбление в Ленске, река Лена, и в Вилюй. Также у нас после зарыбления личинка Пеледи ожидается 1-й раз зарыбление чером, но уже молодью, подрощенной, навеской 0,5 грамма. Чтобы мальки прижились, необходимо следить и за чистотой водоемов. Баночки в 100 мл и ковшика хватит, чтобы узнать уровень загрязнения воды в реках и озерах. В Ленском районе исследования проводят раз в 3 месяца. Вода чистая, рыба есть, но жадные рыбаки будут наказаны. За ловлю рыбы в период нереста грозит штраф до 300 000 рублей.
Юлия Золотарева, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». Сегодня заключительный день 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары», который проходит в селе Бердигистях Горного Улуса. Сейчас идут предварительные схватки по борьбе Хапсагай. Во второй половине дня запланированы финалы и абсолютное первенство. Тем временем победителей забега на 400 метров выявили на играх «Манчары». Лучшим среди юношей стал Алексей Корякин из Агротехнологического университета. Второе место у представителя Хангаласского района Святослава Федорова. На третьем месте расположился верхоянский спортсмен Михаил Ильченко. Золото среди девушек завоевала Оксана Кылтасова из Алнабарского района. На втором месте Мичиенне Захарова. Бронза у Аэлиты Стручковой. Среди мужчин в категории свыше 70 килограммов лучшим стал Егор Филиппов из Хангаласского района. На втором месте Станислав Андросов из Агротехнологического университета. Бронзовым призером в данной категории стал Игорь Кондаков. В категории среди мужчин до 70 килограммов золото завоевал Кирилл Ксенофонтов. На втором месте расположился Афанасий Слепцов. Замыкает тройку лидеров Айсен Елисеев. Лучшей среди женщин стала кобейская спортсменка Саяна Уваровская. На втором месте расположилась Диана Харитонова. Бронзу взяла Айза Туприна. Ну а мы напоминаем, что торжественную церемонию закрытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары» в прямом эфире покажут телеканалы и YouTube-каналы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт». Сегодня в 21 час по местному времени. Также трансляция церемонии закрытия будет доступна и в мобильных приложениях НВК «Саха» и игры «Манчары». ЕГСХ в третью группу входят Абыйский, Аллах. Чурапчинский государственный институт физкультуры и спорта начал готовить тренеров и преподавателей по масс-рестлингу для российских регионов. Первыми выпускниками стали жители Москвы. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Цель курсов – получить квалифицированных специалистов, что, несомненно, даст толчок для развития масс-рестлинга в регионах. Как проходила учеба у столичных студентов и что входило в их образовательную программу, знает моя коллега Айсена Бурнашова. Обучение у нас проходило в дистанционном формате. Первый этап обучения проходил в феврале, с 1 по 13 февраля. Затем мы проходили практику. Затем обучение продлилось в апреле. И в мае, в июне мы писали выпускную квалификационную работу. Базовые основы масс-рестлинга, теория физической подготовки, методика перетягивания палки и многие другие дисциплины. Всего за 5 месяцев Дарья прошла полный курс переподготовки и пришла к своей мечте. Получила диплом тренера по масс-рестлингу. В этом виде спорта Дарья менее 4 лет, но за плечами уже громкие победы. 3-е место на чемпионате России 2019 года. Серебро 2-го этапа Кубка мира в Польше. Девушка даже выполнила норматив мастера спорта по масс-рестлингу. Теперь с дипломом гособразца девушка планирует заняться уже тренерской деятельностью. ВКР у меня был на тему обучения приему стойка на этапе начальной подготовки. То есть для спортсменов, которые только-только начали заниматься масс-рестлингом. Хочу немножко еще структурировать и углубить свои знания по физиологии, по анатомии, по биомеханике. И затем в дальнейшем, конечно, скорее всего, перейду в эту деятельность. Трехэтапное обучение через Moodle и Zoom. Программа, рассчитанная на 756 часов. Вместе с Дарьей среди первых выпускников и Аял Решетников. Экзамены сдал на отлично. По его мнению, дистант открывает новые горизонты не только для масс-рестлеров, но и для всего вида спорта. По масс-рестлингу преподаю только в Якутии, СВФУ и Чевкис, да. А вот этот новый формат, он дает возможность из любых регионов России обучаться дистанционно. И это, думаю, даст очень хороший результат для развития данного вида спорта. Всего же обучение прошли 40 слушателей из 24 регионов России. Некоторым еще предстоит защитить свои выпускные квалификационные работы. Программа переподготовки проходит в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Организаторы уверяют, что первым потоком выпускников курсы не ограничатся и продолжат свою работу. Я считаю, что 40 человек – это цифра очень маленькая, потому что мы уже сейчас разрабатываем проект дальнейшего обучения. Количество возрастет, потому что у нас страна очень большая, регионов очень много. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. И к этому часу это пока вся информация. О развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.